Автобус сейчас заезжает внутрь. Это у нас двухэтажный автобус для Англии. Данный автобус сейчас будут проверять на водостойкость под душем. Это душ. Вот. До этого он проезжал водяную ванну. Сейчас мы дождемся, пока он выйдет наружу, и снимем для вас этот прекрасный зелененький автобус. А это у нас автобус для Англии. Двухэтажная компоновка. Единственная дверь спереди и одна лестница. Данная компоновка достаточно популярна в Англии. Это издревле. У них были такие автобусы, такие же, как и Roadmaster. Там тоже двери, насколько я понимаю, всего две. Однако лестничных проема два. Пройдем внутрь, посмотрим, каково ездить в английском автобусе. Здесь у нас находится кабина. Здесь у нас, скорее всего, будет стоять стекло. Однако, я думаю, да, вот здесь у нас располагаются держатели для стекла. Эмблема у нас First Bus. Это компания-перевозчик в Англии, достаточно крупная, одна из самых крупных в Англии. Пройдем дальше. С левой стороны у нас находится staircase, то есть с английского как лестничный проем. У нас здесь он один, однако, конечно, можно заказать два. Три обычно никто не заказывает, три это слишком много. Два, если второй, то он ставится сюда обычно. Заходят также здесь, либо вот сюда. Но два лестничных проема нужно только в том случае, если машина длиной 12, 13 или 14 метров. В данном случае у нас длина меньше, скорее всего, примерно 10 метров. Здесь у нас сиденья. Они у нас тоже собственного производства, однако это такие достаточно богатые сиденья. Они у нас ставятся в Казахстане, но редко их берут. Это пригородная компоновка. Здесь у нас, обратите внимание, две накопительных площадки. С левой стороны у нас получается сиденье для пожилых, маломобильных, откидывающиеся сиденья. И также с правой стороны у нас здесь идет, получается, место для инвалидной коляски и для обычных детских колясок. Здесь они также закрепляются. В общем, места много. Сейчас в Англии, в Сингапуре, в Малайзии принято сразу иметь две накопительные площадки, то есть два места для инвалидов и для колясок. Раньше вообще не было накопительных площадок, а теперь сразу две. Пройдем наверх. Также здесь у нас еще находится такая вот мусорка для билетов. Потому что в Англии до сих пор используются бумажные билеты. Обратите внимание, мой рост 1,90 м. И при росте 1,90 м на втором этаже, так же как и на первом этаже, можно стоять. В двухэтажных автобусах это достаточно редкое явление. В английских достаточно стараются сделать, чтобы места хватало. Однако это не всегда получается. Все-таки есть ограничения по высоте. Не забываем. Мы не можем сделать 15 метров в высоту автобус. У нас откидные форточки здесь. Опять же, для прохладного климата. И я вот покажу, насколько получается удобство здесь продуманы в нашем автобусе. Рост, напоминаю, 1,90 м. Спокойно прохожу по всему салону. Здесь уже у нас начинается ступенька, поэтому чуть-чуть приходится нагибаться. Но в целом здесь у нас комфортно, удобно. Место у нас максимально использовано. Только в этой стороне у нас достаточно большое место, но это стандартно. Практически во всех автобусах сзади у нас есть такое вот место. Можно сюда что-то положить. Какие-нибудь сумки, если вы едете на дальние расстояния. Час, два, три. USB-порты. Все по классике Европы. Теперь вот так комфортно. Я чуть-чуть достаю. Но двухэтажный автобус — это очень хорошее достижение. Такое количество места не во всех есть. Я ездил во многих фирмах.
фирма Wright, фирма Alexander Dennis, фирма BYD. И могу сказать, что Yutong хорошо постарался над этой моделью. Наверное, поэтому англичане заказали большую партию, которая собирается уже более 4 месяцев. То есть мы отправляем автобусы, а они все не заканчиваются. Спасибо за внимание. Подписывайтесь.